Добре вядомыя лук і стрэлы ў незвычайнай стылізацыі. Менавіта такім бачыць Ганна Рыцько сімвал тысячагоддзя Брэста. Крыніцай натхнення для яе стаў лагатып Нью-Йорка і герб горада над Бугам. З'яднаць гэтыя, на першы погляд, непадобныя рэчы Ганна паспрабавала ў сваёй рабоце. Как только я нарисовала первый логотип, я поняла, что надо рисовать логотип для города. Но все время он вынашивалась эта идея. А потом, когда объявили конкурс, тогда уже непосредственно я встала перед фактом. Надо рисовать, надо думать. Вот. И буквально за этот месяц я его придумала, отрисовала, сделала эскизный вариант, презентацию. И вот так вот он появился. И я очень рада, что он понравился. Дзяўчына даслала на конкурс некалькі варыянтаў лагатыпу, дзе паспрабавала адлюстраваць усе грані горада. Основной логотип – это логотип со стрелой, с луком и стрелой, а остальные – это такие маленькие подлоготипы для каких-то сфер жизни. То есть слово «Брест» оно везде одинаковое, а какие-то графические символы, там фонарик, они появляются каждый раз какие-то новые. Там Брест – город-праздник, Брест – город фонарей, Брест – город победы. Свае варыянты лагатыпаў даслалі 23 аўтары. Лепшую работу вызначыла журы, але без увагі не засталося і інтэрнэт-меркаванне гараджан. Было несколько критериев выбора победителя нашего конкурса логотипов. Основные – это, конечно, оригинальность, уникальность, какая-то яркость. Анна раскрыла полностью эту тему логотипа. То есть она представила не один логотип, а серию логотипов. И представила логотипы как в обычном рисунке, так и на сувенирной продукции. Я не предполагал, как руководитель города, что этот вопрос будет таким сложным. Сложным, потому что мы хотели иметь какой-то особый знак тысячелетия, не похожий. Особый знак тысячелетия, который неоднозначно ассоциировался бы, предположим, с каким-то историческим объектом. То, что мы получили сейчас вот в итоге, я считаю, это оптимальным вариантом. Очень добрый, позитивный, хороший логотип. Спецыяльным прызам конкурсу была адзначана работа Геннадзя Вяля і яго дачкі Аліны. Іх лагатып будзе выкарыстоўвацца як дадатковы. Я искренне рад за Аню. Я вот тоже все-таки могу похвастаться, что где-то там в художественной школе я тоже приложился к становлению теперешнего художника-дизайнера. Лагатып пераможцу хутка можна будзе ўбачыць на сувенірнай, рэкламнай прадукцыі і пры афармленні святочных мерапрыемстваў. Еўгенія Мароз, Мікалай Кавалёў, тэлерадыёкампанія «Брэст».